Телеканал «Якутия-24» вещает в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Анастасия Кобызева и Влад Давыдов. Здравствуйте. Смотрите в программе. Ирингринская ГРЭС, Нижний Куранах, Томмот, Майя в республике заработал крупнейший в России энерготранзит 220 киловольт. Прямое включение с места событий. ОРВИ и грипп атакуют. В Якутии растет число заболевших, что советуют врачи в качестве профилактики. Смотр песни из строя в школах. Оставить или отказаться? Этим вопросом задаются родители. Конкурс отнимает у детей и родителей лишние деньги, силы и время. Безопасный лед. В республике идет третий этап масштабной межведомственной акции. Организованы рейды. Мошенники онлайн. По стране растет число обманщиков, действующих через интернет. Сюжет из Ленска. Пропаганда бережного отношения к памятникам культуры. Всероссийская выставка «Дальневосточное наследие» открылась в Якутске. В республике заработал крупнейший в России энерготранзит 220 киловольт. Ирингринская ГРЭС, Нижний Куранах, Томмот, Майя протяженностью 756 километров. Общая стоимость проекта более 19 миллиардов рублей. В рамках этого проекта в республике построили два новых центра питания: подстанция Майя в пригороде столицы и транзитная подстанция Томмот. Заключительный этап всего проекта. В Мегино-Кангаласском районе сейчас работает наш корреспондент Дмитрий Тымыров. У него вся последняя актуальная информация. Дмитрий, добрый вечер. Ты в прямом эфире. Добрый вечер, коллеги. В данное время я нахожусь в пункте управления подстанции Майя. Точно такой же энергообъект, построенный в Томмоте. Всего на реализации данного проекта было выделено более 19 миллиардов рублей. Как отметили специалисты данных подстанций, энергообъекты подготовлены для работы в сложных климатических условиях. Претерпевает перепады температуры от минус 50 до плюс 23 градусов. На торжественной встрече главы региона и генерального директора филиала энергетических систем отметили, что ввод данных подстанций даст жителям региона качественную электроэнергию. Мы можем сегодня говорить, что практически 80% населения Якутии уже охвачено работой единой энергетической системы. Это, еще раз говорю, даже с точки зрения надежности энергоснабжения, которая для нас абсолютно приоритетна, это уже огромный шаг вперед в нашем развитии. И развитие республики, развитие бизнеса, условий жизни населения. Ну и, конечно же, я об этом тоже говорил. Уверен, что в дальнейшем мы почувствуем на себе также и тарифную составляющую, потому что это очень важно и для крупного бизнеса, и для малого бизнеса, чтобы здесь наши тарифы не отличались от среднерыночных. Сейчас происходит как раз формирование и будет на уровне Минэнерго утверждение инвестиционной программы федеральной сетевой компании на 2020-2024 год. Значит, порядка 20 миллиардов будет инвестировано средств. Значит, особое внимание развитию проектов «Силы Сибири». Значит, особое внимание, западному энергорайону, Чаиндинскому месторождению. Значит, вот эти проекты в перспективе до 2024 года будут реализованы. Ну и в конце хочется сказать, что наш регион стал 79-м субъектом нашей страны, которая вошла в федеральную сетевую компанию единой энергетической системы. На этом у меня все. Коллеги, передаю слово вам. Ну что ж, Дмитрий, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Ранее до этого события глава республики Айсен Николаев работал в Жиганском районе. Он осмотрел новый водозабор, который построили в октябре прошлого года. С введением в эксплуатацию водозабора все социальные объекты и многоквартирные дома Жиганского наследия подключились к центральному отоплению. Также Айсен Николаев посетил Жиганский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов.
После глава республики побывала в арктическом технопарке АЭС «Квант», который заработал в ноябре прошлого года. Сейчас там уже занимаются 288 школьников по 9 различным направлениям. Конечно же, Жиганск является одним из старейших населенных пунктов на территории нашей республики. Он ровесник города Якутска, основан в 1632 году. И, конечно же, вот его развитие, оно для нас абсолютно важно, так как это является такими воротами в Якутскую Арктику. Мы будем уделять в последующие годы очень большое внимание приоритетному развитию Арктики. Мы, к сожалению, здесь достаточно серьезно отстали от других регионов России, и нам надо это наверстывать. У нас есть для этого все, и природные ресурсы, и огромные территории, и самое главное люди. Люди, которые, несмотря ни на все трудности, здесь живут, активно развиваются, сохраняют свою самобытную культуру. К другим темам строить ветроэлектростанции на Дальнем Востоке станет проще. Правительство России исключило избыточные требования при строительстве объектов на основе возобновляемых источников энергии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению Кабмина, решение позволит устранить административные барьеры при строительстве ветроэлектростанций. Напомню, что в ноябре прошлого года в арктическом поселке Тикси в Якутии начала работу уникальная ветряная электростанция. 3 ветроустановки общей мощностью 900 киловатт предназначены для работы в суровых условиях. Их можно эксплуатировать при температуре до минус 50 градусов. Они также способны выдержать ветер скоростью до 70 метров в секунду. В Якутии растет число заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. Власти приняли ряд мер. Наш корреспондент Анастасия Данилова о том, что нужно предпринимать в качестве профилактики, особенно во время первых симптомов ОРВИ и гриппа, что советуют врачи. Всего в Якутии за третью неделю 2019 года зарегистрировано почти 5000 случаев заболевания ОРВИ. Из числа заболевших 82% приходится на детей до 14 лет. В настоящее время идет рост заболеваний детей до года и детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Но дошкольные учреждения, детки тоже там болеют, потому что они, как вы знаете, ОРВИ – высококонтагиозное заболевание. Они, когда больной ребенок один, заражает других детей. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом Министерство здравоохранения увеличит количество часов приема и выездных мероприятий в выходные с 9 часов утра до 16 часов, а также примет ряд других мер, которые будут направлены на оздоровление населения. Будут дежурить дополнительный медицинский персонал, медсестры, а также в выходные дни будут увеличены работы дежурных врачей на рабочих участках. Необходимо раз в год делать прививку от гриппа, так как вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики. За последние годы образовательные учреждения в Нерюнгринском районе не закрываются на карантин. А все потому, что руководство каждый год проводит для населения вакцинацию. Но бывают такие случаи, когда заболевают ребята, тогда у нас закрываются на карантины не школы, а классы. Допустим, если 20% в классе ребят заболело, то класс закрывается на карантин, и обучение происходит дистанционно, согласно тех нормативов, которые есть в каждом образовательном учреждении. При первых признаках гриппа и ОРВИ сразу же обращайтесь за медицинской помощью и ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Именно самолечение и позднее обращение к врачу чаще всего приводит к осложнениям. Анастасия Данилова, Павел Пахомов, Якутск. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах города Якутска объявили карантин. Учебные процессы приостановили с 23 января по 1 февраля. Не учатся дети всех классов. Кроме того, приостанавливается работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий. Сегодня состоялось заседание Координационного совета санитарно-противоэпидемиологической комиссии окружной администрации города Якутска, на котором принято решение в связи с превышением заболеваемости у детей, особенно школьного возраста, об приостановлении учебного процесса в общеобразовательных учреждениях на всей территории городского округа города Якутска, включая пригородные населенные пункты, с 1 по 12
12 класс. 12 класс – это центр образования, вечерняя школа, в котором функционирует и 12 класс. Срок приостановления учебного процесса объявлен на 10 дней с 23 января по 1 февраля включительно. Дальше не только в общеобразовательных учреждениях, но и в учреждениях дополнительного образования, коих у нас на территории городского округа город Якутск 6, и во всех детских спортивно-юношеских школах в том числе. Срочные новости и сообщения приходят в эти секунды по лентам информагентств. Как сообщает Интерфакс, один из пассажиров авиарейса Сургут-Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. В справочной службе аэропорта Сургута сообщили, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Другой информации пока нет, мы будем следить за развитием событий. В Нюрнгринский отдел службы спасения Якутии обратилась женщина с просьбой о помощи в поиске супруга. Якутянка сообщила, что 19 января мужчина с 2 друзьями уехал на рыбалку. 20 января он вышел на связь и сказал, что машина застряла в наледи. Они пытаются выбраться своими силами, после этого связь оборвалась. Оперативная группа спасателей выехала на поиски пострадавших. Машину обнаружили в наледи у устья реки Саммакит. Когда транспорт вытащили, выяснилось, что автомобиль рыбаков технически неисправен. Спасатели взяли машину на буксир, затем сопроводили людей до города. Несмотря на то, что рыбаки промокли, а их одежда обледенела, мужчины от госпитализации и медицинской помощи отказались. Чтобы предотвратить подобные случаи, проходит в республике 3-й этап масштабной межведомственной акции «Безопасный лед». Она стартовала накануне и продлится до 27 января. Участники акции пропагандируют безопасное поведение на водных объектах. В рамках акции провели рейд на озере Сергелях в Якутске. Сюжет Александра Зубехина. Независимо от того, установлен такой знак или его нет, на данный момент выезд на лед любого транспортного средства на территории Якутии запрещен, за исключением специально оборудованных мест. Ограничения ввели до 20 мая текущего года. Представители разных структур государственных ведомств работают в одной команде. Нарушителям запрета сегодня розданы информационные листовки. Сотрудники разъяснили, почему на лед выезжать не следует. Поехали, провалились, подвели себя, это опасно. Что вас мы предупредили? Несанкционированный выезд на лед чреват тем, что возможен провал автотехники под лед, потому что все мы знаем, что вода, водный объект, замерзает неравномерно. То есть где-то может быть достаточная толщина льда, а где-то толщина льда может быть не выдержать автотехнику. Представители административной комиссии Якутска производят фотофиксацию нарушений и разъясняют ответственность, установленную законом. Выезд автотранспорта на лед в период введенных ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия, где административный штраф составляет от 3000 рублей до 1 миллиона рублей. В этом году мы уже привлекли 10 лиц к административной ответственности и назначили административные штрафы. А жители столицы считают, что для начала нужно решить главную проблему – плохие дороги. Вы сделаете лучше, чтобы Красильникова была, по ней можно, по Красильникову можно было проехать нормальной дороге. А если там идешь по обочине нормально, по обочине здесь запрещено, а по нормальной дороге там не проедешь. Что решили нарушить там? Дорога там плохая совсем. Плохие дороги – не повод нарушать закон. Введенные ограничения – не прихоть ведомств, а в первую очередь забота о безопасности самих водителей и пассажиров. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. Администрация Нерюнгри установит счетчики воды в квартирах, в которых горожане проживают на правах муниципального найма. Для этого из местного бюджета выделят деньги. Это поможет снизить финансовую нагрузку на потребителей. Счетчики воды устанавливают по заявлениям. Их можно подать в отделе ЖКХ Управления городского хозяйства Нерюнгри по адресу проспект Дружбы народов 14, кабинет номер 7. По стране растет число мошенников, действующих через интернет. Жулики вынуждают доверчивых граждан переводить деньги, сообщать пароли и данные кредитных карт, пользуясь различными видами обмана.
Самое главное, действовать они могут откуда угодно, без личных встреч, через телефон или компьютер. О наиболее распространенных видах онлайн-мошенничества в материале нашего корреспондента Анны Кожевниковой из Ленска. Ваш сын попал в беду. Если вы не заплатите определенную сумму денег, мы заведем на него уголовное дело. Так, представляясь сотрудниками внутренних органов, мошенники вымогают денежные средства у жителей Ленского района. Естественно, человек находится в панике, бежит, переводит деньги и только после этого звонит родственникам и узнает. Чаще всего в Ленском районе, в городе Ленске, зафиксированы случаи мошенничества. Это мобильное мошенничество, также кража с банковских счетов и равно в отношении электронных денежных средств. А вот Екатерина Ульянова чуть было не пострадала от рук нерадивых сотрудников банка. После оформления авиабилетов ей поступил звонок с предложением оформить бонусную карту. А в итоге она чуть не стала владелицей кредитной карты. Но я понимаю, что такого быть не может. Своей подписи я нигде не ставила. Информацией частично они завладели незаконно, без моего письменного согласия. И сказала: извините, у меня установлена программа в телефоне, которая записывает звонки. Если мне поступит, на мое имя поступит какая-то карта, или я узнаю, что в вашем банке заведена на меня какая-то карта, я тут же с записью этого разговора обращусь в отдел по борьбе с экономическими преступлениями нашей полиции. Сегодня мошенники отложили телефоны в сторонку и удобно расположились в соцсетях и мессенджерах. Часто их можно встретить на известных сайтах объявлений о продаже, покупке вещей. Будучи журналистом, я сама не раз делала материалы, предупреждая граждан о мошенничестве. И сама лично столкнулась с одним из таких видов в интернете, разместив объявление о продаже вещей на одном из популярных сайтов. Мне позвонил покупатель и, согласовывая сделку, он меня попросил реквизиты карты, которые не нужны при переводе денег, что меня натолкнуло на мысль, что это мошенник, после чего человек перестал выходить на связь. Продолжают жители Ленского района верить и звонкам о выигрыше призов. Мошенники, прикрываясь известным брендом Авторадио, предлагают забрать выигрыш, за который предварительно нужно перевести налог или страховку. Ленские полицейские тоже не дремлют, и они пользуются современными методами для раскрытия преступлений. Мы не единственные, наши потерпевшие были, у кого совершены, в отношении кого данные преступления совершены. Уголовное дело расследуется следственной частью МВД по Республике Саха-Якутия. Одно уголовное дело планируется нашим следственным отделом направить в Читинскую область, потому что и в командировку выезжали, там раскрывали преступления наши сотрудники. И там, получается, обманутые жители, со всех регионов России, можно говоря. Сообщив о подготовке репортажа о мошенничестве в соцгруппе, мне поступило несколько сообщений от людей, которые чуть не пострадали от рук мошенников. К слову сказать, преступники, орудующие на территории Ленского района, не являются местными жителями. Ведь сегодня обокрасть может даже не сосед по дому, а сосед по региону. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая пауза, 40 секунд рекламы. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Пропаганда бережного отношения к памятникам культуры. Всероссийская выставка «Дальневосточное наследие» открылась в Якутске. Смотры песни из строя в школах, оставить или отказаться. Этим вопросом задаются родители. Конкурс отнимает у детей и родителей лишние деньги, силы и время. Это программа «Итоги дня». Мы продолжаем выпуск. В 2019 году на всей территории Якутии будет полностью запущен единый номер вызова экстренных служб 112. На данный момент базовая инфраструктура системы полностью готова в Якутске. Об этом в ходе отчета Мининноваций сообщил министр Анатолий Семенов. Что касается полного перехода на цифровое телевидение, то в Якутии отключение аналогового телевидения запланировано на 3 июня текущего года. В зоне охвата цифрового телевидения находится около 400 населенных пунктов. Также планируют расширение сети ВОЛС и 4G. Построили рекордное количество оптоволоконных линий. 2000 километров мы построили. Вы знаете, что буквально недавно мы запустили Вилюйский экспресс, то есть подключили всю Вилюйскую группу ВОЛСов. Это Сунтарский, Нюрбинский, Вишневилюйский, Вилюйский ВОЛС. Также мы подключили Кобяйский ВОЛС, поселок Сангар. И в этом году мы должны закольцевать через Кобяй, Козылсыр и Вилюйский, то есть сделать кольцо.
Дети-сироты должны воспитываться в семьях. Вопрос обсудили на круглом столе Общественной палаты республики. По всей Якутии идет процесс реорганизации социальных учреждений, чтобы воспитанники находились в более комфортных условиях и как можно меньше времени проводили в социальных учреждениях. Эксперты сходятся во мнении, что детям-сиротам нужно как можно быстрее находить приемные семьи. Омбудсмен уверена, что в республике необходимо создать банк приемных родителей. Нужны ли в школах конкурсы смотра песни из строя? Этим вопросом задаются родители. Ежегодно к этим смотрам готовятся тысячи школьников по всей республике. Основная задача мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения. Конкурс учит красиво маршировать, развивает осанку, патриотический дух. Однако вместе с тем родители учащихся тратят на это немалые деньги, на специальную форму школьников. И это не единственная проблема. Помимо этого, не во всех школах есть квалифицированные преподаватели по военной подготовке. И детям приходится силами классных руководителей готовиться к такому трудоемкому конкурсу. Насколько сегодня оправдано проведение военного конкурса, все ли дети и родители готовы тратить на это силы, время и деньги? Репортаж Ульяны Шагиной. Середина строя. Сержант Титов. Одинаковая военная форма, отработанный строевой шаг, громкая речевка, умение правильно держать осанку и четко выполнять команды. Всего этого ребята добились ежедневными тренировками. Многое зависит от руководителя по военной подготовке. Этому не научиться за 3 дня. Это как народные танцы. Нужны кропотливые ежедневные тренировки. Если их с младших классов готовить, вот они уже подготовленные выходят и стараются, у них мотивация по строевой подготовке заранее готовятся, и родители знают. Вот поэтому у нас очень большой конкурс идет. Городская Сахагимназия является одной из 3 столичных школ, где этому искусству уделяется особое внимание. При гимназии работает военно-патриотический клуб «Айсберг», служба безопасности. Также ребята являются призерами муниципальных этапов Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Смотр строя, песни, военные движения, это все зарождает патриотизм к своей родине, вот, к России и к Республике Саха-Якутия. Я очень горжусь, что я родился в России и являюсь гражданином Российской Федерации. Другая сторона медали – это экипировка школьников. Самая больная часть конкурса, когда родителям приходится покупать или заказывать дорогую униформу. Для многодетных семей мероприятие не из дешевых. Хотя в Сахагимназии требования для конкурса единые – белый верх и черный низ. Они, если хотят приобрести форму, да, они сами все это решают на родительском комитете класса. И у нас не было такого случая, чтобы кто-то отказывался. Все равно каждый год как-то идет обновление. Для родителей вопрос с экипировкой – настоящее испытание. Ежегодно приходится сшить или заказывать военные костюмы, одалживая друг у друга части обмундирования. Одеваемся соответственно, то мы военно-морской флот, младший сын у меня десантник. И вот как-то так готовимся. Им очень нравится и интересно. Затратно, жалуются родители, но приходится выходить из сложившейся ситуации своими силами, чтобы не выделяться на фоне класса. Сложно, затратно, но это нужно нашим детям. Конечно, хотелось бы какой-то помощи от государства, может быть, или, не знаю, от какого-то высшего руководства, потому что все ложится на плечи родителей. Ну, как можем, так и выходим из ситуации. 22 февраля учащиеся городских школ соберутся на очередной ежегодный смотр песни из строя. Сегодня дети по вечерам, оставаясь после уроков, учатся красиво маршировать, чтобы защитить честь школы перед другими конкурсантами. В связи с этим возникает вопрос для организаторов мероприятия. Конечно, патриотическое воспитание – это нужное и благое дело, но нужно спросить у самих школьников и их родителей, насколько им нравится так много времени и сил тратить на все это. Вопрос сегодня остается открытым. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Сейчас возвращаемся к новости об авиаинциденте. Появились новые подробности. Как стало известно, самолет Аэрофлота, выполняющий рейс из Сургута в Москву, на борту которого произошла нештатная ситуация, несколько минут назад совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Ранее источник Интерфакса в авиадиспетчерских службах сообщал, что один из пассажиров во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.
По данным источника агентства, пассажир, потребовавший сменить курс, это 41-летний гражданин России, и он может быть психически болен. В завершении нашего выпуска Всероссийская выставка «Дальневосточное наследие» открылась в Якутске. Профессионалы и любители отправили на этот конкурс порядка 300 фотографий. Всего в финал прошли 29 работ, которые и вошли в эту выставку. Она побывала уже во многих субъектах Дальнего Востока и, наконец, добралась до Якутии, рассказывает Ольга Башук. «Дальневосточное наследие» – это конкурс фотографий. С 2017 года профессионалы и любители отправляют на него свои работы. Главная цель – привлечение внимания к вопросам сохранения объектов культурного наследия России и пропаганда бережного отношения к памятникам истории и культуры. На фотоконкурс было заявлено около 300 работ. Работы были представлены по разным номинациям. Условно можно разделить на категории «Мой Дальний Восток» – это объекты культурного и природного наследия. «Ускользающее наследие» – это именно объекты, которые нуждаются в реставрации, которые сейчас, к сожалению, находятся в стадии разрушения. «В надежных руках» – это объекты, которые непосредственно охраняются, к которым приковано внимание со стороны властей. Красное наследие – это памятники революционной истории, памятники Великой Победы, в общем-то, и так далее. Очевидно, что выставка компактная и не смогла бы уместить фотографии всех участников, любителей и профессионалов. Так, около 300 работ опубликовали в книге «Фотоальманахи. Дальневосточное наследие». Многие из них представляют и нашу республику, а в число победителей также вошла фотография из Якутии. Отображено здание Дома казначейства, который был построен в 1908 году, отреставрирован в 2005 году. И, кстати говоря, этот объект мы очередной раз отреставрируем в 2021-2022 годах в честь столетия нашей автономии. То есть у этого объекта большое будущее. Тем более этот объект является зданием Национального художественного музея, одного из достояний нашей республики. Теперь не только жители Дальнего Востока смогут увидеть, какое наследие представлено на нашей территории. Помимо того, что выставка дальше отправится в Алекминск, Бурятию и Забайкальский край, конечная точка – Министерство культуры Российской Федерации. Ольга Башук, Илья Сыромятников, Якутск. Таковы итоги дня. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь на телеканале Якутия-24 и будьте в курсе.